В декабре 2013 года пятый созыв Госсобрания ЛТМН принял закон о реализации алкогольной продукции, ограничениях, вводимых на это дело. То есть начали продавать алкогольную продукцию с 2 часов до 20. Но прошло уже, считайте, 8 лет. И за это время закон себя показал с нормальной стороны, с положительной, а в то же время понятно, что требуется вносить в него доработки. В чем же это выражается? У нас проблема, например, в столице, в городе Якутске, я депутат от города Якутска, у нас уже алкогольных магазинов стало больше, чем было продовольственных магазинов до внедрения этого закона. Это нормально? Ненормально. То есть алкоголь стал продаваться меньше времени, но он стал более доступен по расстоянию. Это раз. Во-вторых, больные точки – это все-таки лже-кафе, которые реализуют алкогольную продукцию в маленьких неприспособленных помещениях, каких-то достаточно необеспеченных санитарными нормами и так далее. Это тоже необходимо доработать. Плюс ко всему, в 2017 году республика забрала полномочия по лицензированию алкогольной продукции от муниципалитетов. Город Якутск, в частности, была забрана эти полномочия. И в то же время мы понимаем, что регулирование и работа по выдаче лицензий, по контролю за работой алкогольных точек, это все-таки ближе местным властям, нежели Министерству предпринимательства и торговли, которое находится в городе Якутске. Вот с этими подходами сейчас мы с мэром города Якутска Евгением Николаевичем обсудили эти вопросы и думаем 7-8 июля провести дискуссионную площадку с привлечением общественности, с привлечением активистов за здоровый образ жизни, с привлечением специалистов с Министерства предпринимательства и торговли, обсудить работу, что же положительно внес данный закон, что требуется дополнить его, как его требуется дополнить, и как нам сделать так, все-таки, чтобы реализация алкогольной продукции приняла цивилизованные современные формы.